Ты знаешь о происхождении татар? Да. Насколько я знаю, существует три версии, признанные историками. Первая версия – это татаро-монгольская, согласно которой татары произошли в результате татаро-монгольского нашествия. Но тут я расставлю акценты правильно. Дело в том, что татарами в то время называли все народы восточнее русских княжеств. Все, кто жили на Востоке, их называли татарами. Даже русских в Европе иногда называли татарами. И вот в результате татаро-монгольского нашествия, от нашествия этого тюрко-монгольского войска, и образовались татары. Вторая версия, она носит булгаро-кыпчакский характер. То, что татары, они произошли от волжских булгар, и я думаю, это ближе к правде уже. Третья версия происхождения татар, это носит именно такой прото-болгарский характер. Все мы знаем про хана Аспаруха, хан древних болгар. И один из его сыновей повел рать в Поволжье. Ну, так мы, собственно, и образовались. Вот я считаю, что современные татары состоят из булгаро-кыпчакского субстрата. То есть татары – это тюрки с небольшим финно-угорским налетом. Тем не менее, немножко это есть у нас, чувствуется. Потому что даже с нашими соседями финно-угорскими народами, ну кто там, удмурты, мордва, у нас есть общие слова в языке. Ну и, конечно, культурный обмен никто не отменял, поскольку все мы рядом в Поволжье находимся и проживали. И сейчас возникло такое вредное движение булгаристов, которые говорят, что мы не татары, мы булгары. А татар придумали после революции, когда татарскую социалистическую республику создали. Я считаю, что эти мысли вредные. Как бы уже не важно, кто и как назывался, как бы есть народ татар на сегодняшний день, и это название закрепилось. Как бы одинаково как бы, вот, отношусь и к астраханским татарам, и к мишарам, и к типтерям, и другие подгруппы, касимовские татары, и многие, как бы все мы татары, вот, ну, различия только в диалектах. Спасибо большое.